Ингушетия не нуждается в поставке железобетонных изделий из других регионов. Более того, республика намерена составить конкуренцию на рынке ЖБИ. Все дело в том, что несколько лет назад, после долгой паузы, в Карбулаке снова заработал завод по производству железобетонных изделий. Это предприятие пополнило большой список других промышленных и социальных объектов, построенных в республике в последние годы. Тему продолжит Светлана Томова. Плиты перекрытия, садовые столбы, фундаментные блоки. В ассортименте завода по производству железобетонных изделий около 20 продукций различного наименования. Предприятие, оставшееся еще со времен Советского Союза, не раз становилось частным и приносило убытки. Но в 2013 году власти решили дать заводу вторую жизнь и реанимировать его, благодаря чему перезапустившееся несколько лет назад предприятие не только наладило производство железобетонных изделий, а также успешно ее реализует. На сегодняшний день завод работает не на полную мощность, но мы к этому идем поэтапно, расширяя наш ассортимент продукции, производимой заводом. На сегодняшний день мы вышли на внешний рынок, то есть на близлежащие республики, и поэтапно охватываем близлежащие республики продажи нашей продукции. В этих 6 емкостях находится главный ингредиент всей продукции, которую выпускает завод. Здесь может храниться 720 тонн цемента. Изделия завода зарекомендовали себя как одни из самых прочных. Например, вот эту углеродистую проволоку армируют плитами перекрытия. Она выдерживает 8 тонн нагрузки. Всего на предприятии задействовано около 50 человек. У каждого из них определенные функции. Например, вот этот аппарат называется плиторез. Он с точностью до сантиметра отрезает необходимую длину изделия. Там подается струя воды, настраивается на нарезку, и сама полотно плиты опускается на определенный уровень. Уровень задан на 21,7 сантиметров, чтобы не повредить дорожку. Это все автоматизировано? Да, все автоматизировано, все делается автоматически. Карабулак на сегодняшний день третий по численности населенный пункт в Ингушетии. Опережает его только Назрань и Сунжа. В развитии от своих соседей город тоже не отстает. За прошедшие годы здесь построены новые объекты социального значения. Например, в промзоне за последнее время запущено несколько промышленных предприятий, а вместе с тем появляются новые рабочие места. И первой ласточкой для такого развития по праву можно назвать заработавший в конце 2014 года завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов «Полимер». За короткий срок предприятие сумело в условиях экономических проблем и реальной конкуренции увеличить объемы производства до 7 тысяч тонн сырья в год при широком ассортименте предлагаемой продукции. У нас производится от 16 диаметра до 630 диаметра для газа, водоснабжения. На данный момент у нас идет монтаж дополнительной линии, это уже 4-я линия у нас будет, что, соответственно, будут дополнительные рабочие места. И, соответственно, мы сможем увеличить наши объемы производства. Еще один важный объект для города и всего региона – завод по производству алюминиевых радиаторов также набирает производственные обороты. Оно и неудивительно, ведь речь здесь идет об импортозамещении не только в масштабах одного региона, но и страны в целом. Мощность чуть больше 3 миллионов секций в год. На объекте трудится порядка 110 человек. Кроме того, завод обеспечивает дополнительными налоговыми отчислениями как в местно-городской бюджет, так и республиканский. Для города такие предприятия являются очень такими позитивными, так как они привлекают и других инвесторов, которые намерены производить налаживать такие производства. Также для города есть бюджетное пополнение бюджета города, такие как налоговые поступления, арендные платежи и снижение занятости населения. За последние 10 лет только в нашем субъекте была проведена колоссальная работа, напрямую повлиявшая на уровень жизни граждан республики. И эти перемены, безусловно, в лучшую сторону. Созданы необходимые условия для привлечения инвестиций в строительную отрасль и развития целой сети социально значимых объектов. С 2008 года в республике построено или реконструировано около 450 объектов. Из них к образовательной сфере относится 86. Если тогда в республике функционировало 29 детских садов, то сейчас их 69. Очередность детей снижена с 13 700 до 4 тысяч.
На сегодняшний день в регионе создано более 22 тысяч ученических мест. В республике нет ни одной школы с трехсменным режимом обучения, а в большинстве случаев удалось решить вопрос и с двухсменкой. 31 объект введен в строй в сфере здравоохранения. Построены перинатальный центр, республиканская детская больница, онкологические и эндокринологические диспансеры, центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Результатом строительства объектов и модернизации системы здравоохранения стало изменение медико-демографической ситуации республики в положительную сторону. В сфере промышленности и сельского хозяйства 34 объекта. Именно они – оплот экономического развития региона. Это завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов, швейная фабрика, завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов, алюминиевых радиаторов отопления. В рамках развития агропромышленного комплекса построено и отреконструировано 24 объекта. Наиболее важные из них – мясомолочный комплекс, агропромышленный комбинат «Атлас», комбинат детского питания. В регионе также решаются и вопросы в области жилищного обустройства отдельных категорий граждан. Для вынужденных переселенцев построено 17 домов. Собственное жилье обрели более 1400 семей. 49 жилых домов сданы под ключ жителям оползневой зоны Малгобека. По первой очереди построено 32 трехэтажных многоквартирных домов, в результате чего обеспечено жильем 843 семьи общей площадью жилья свыше 90 тысяч квадратных метров. حمخانات بتاعت كل الأعمال كورتير هاي وداخل وتجاز وشو يلا ضغط على الجسد خلو خلو كلش وز أصلا موجود وز أنت أحبط وقت مشان بيجوا возможно диться على الأيوة ладно Не отстает республика и в темпах строительства объектов культуры, спорта и туризма. Их на сегодня в общей сложности 58 объектов, построенные в рамках федеральных программ. Я считаю, что это очень большое достижение. Огромное спасибо руководству республики и, конечно, Министерству культуры России, который ежегодно возводит, помогая финансовым средствами, помогает нам возводить объекты культуры. Благодаря работе, проведенной за последние 10 лет, в регионе удалось снизить уровень безработицы. Так, по сравнению с 2008 годом, в прошлом году наблюдалось снижение показателей в 2 раза. В 2018-2022 годах в республике планируется масштабное строительство социально-экономических объектов, в том числе по линии образования более 20, здравоохранение 5, в спортивной сфере 6 объектов, в промышленности 3 объекта, что позволит создать дополнительные рабочие места. Светлана Томова, Мейрбек Миржоев. Новости 24.